начале 20-х годов прошлого века. Но реально возможным это стало только в 30-х годах. В 1933 году инженер Владимир Зворыкин изобрел катодную трубку, которая стала главной частью телевизора. И только после этого начались регулярные передачи. На тот момент люди воспринимали телевидение как некое волшебство. И только по прошествию нескольких десятков лет ТВ стало настоящим искусством. И если до 1949 года все съемки велись только в студии... Сегодня состоялось открытие нового цеха Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. То с этого момента зритель стал видеть в ящике то, что находится вне телецентра. Сегодня заработал на полную мощность новый цех Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. Сегодня современное ТВ – источник информации, развлечения, развития и даже воспитания. В каждом доме есть телевизор, а то и несколько. В нашем регионе история телевидения начинает свой путь развития вместе с образованием республики. В 1992 году состоялось открытие ГТРК. Тогда в подвале здания Народного суда находилась монтажка, студия и аппаратная в одном лице. И только в 1999 году филиал федерального канала переехал в новое современное здание. Здесь сегодня работает более 100 сотрудников. Любая работа вот на телевидении, будь монтажера или оператора, или режиссера, если человеку интересно то, что он делает, он это освоит с лихвой, да. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики, пока в Магасе не началось масштабное строительство национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Решение о создании канала принималось это в 2010 году. В 2011 году в апреле было издано постановление правительства о создании национальной телекомпании. К концу 2011 года в октябре был заключен госконтракт о строительстве телерадиокомплекса. В 2012 уже практически работа началась. И, как я сказал, официальное открытие состоялось в августе 2013 года. Ядро национального телеканала, как и всех других, конечно же, новости. Корреспонденты редакции информационных программ работают в любую погоду, в любое время дня и ночи. Новости 24, Хуамыш, итоги недели и новости Северного Кавказа. Здесь ежедневно трудится около 20 корреспондентов. Это люди, которые всегда начеку и круглый год выдают в эфир информационную картину каждого дня. Новости бывают по 30 минут, по 35, по 40 минут. Итоговые новости бывают. Темы разнообразнейшие, от самых свежих тем, бантики, все, что можно отснять в республике. К сожалению, материала в республике бывает мало снять, потому что республика сама небольшая, но находятся интересные сюжеты, находятся интересные выпуски бывают. Те же новости, но в расширенном формате – это общественно-политическая редакция. Корреспонденты этого отдела раскладывают каждое событие на крупицы и проводят глубокий анализ происходящего. В передачах, которые готовит редакция, всегда можно послушать как мнение экспертов, так и народа. Новости, как всегда, впереди телевидения всего, как и положено. Собственно, потом вся эта информация попадает в общественно-политическую редакцию и начинаются специальные репортажи, круглые столы. То есть мы расширяем обсуждение проблемы, приглашаем дополнительное количество людей, привлекаем, что называется, длинный метр. Мы снимаем не 3-4 минуты, как новости, а вот 26, 58, 52 минуты. Но акцент делается не только на политике. Живопись, литература, история. Ежедневно здесь готовятся передачи на разную тематику. Культурно-просветительская редакция успела попробовать многие проекты, но планов все еще много. На сегодняшний день в нашем регионе активно развивается и спорт. Наши земляки не перестают радовать нас своими достижениями. Ну а корреспонденты спортивной редакции стараются держать нас в курсе побед. Ингисхан Аздоев, победитель первого поединка М1 Челлендж 76, который прошел у нас во Дворце спорта Магас имени Берда Евлоева. Не меньше внимания уделяется и духовному развитию. Корреспонденты духовно-нравственной редакции работают на НТРК со дня основания и за 4 года успели выдать в эфир десятки программ, рассказывающих об ингушских адатах и столпах ислама. Национальная телерадиокомпания освещает все стороны жизни республики и создает контент для разных людей. Взрослый или ребенок, мужчина или женщина, не важен возраст и профессия. На национальном каждый найдет передачу по душе. Познавайка я хочу, передачи. Ханс халханчинги ханзери хажичун ханзери передачи до козахет. Манах межди кидам болхи халнах бахиш мичи цигичи.
Да, я смотрю телеканал «Ингушетия». Там показывают мою любимую программу «Жизнь замечательных детей». Я много чего узнаю из этого. Она очень замечательная, познавательная. Я смотрю канал «Ингушетия», и больше всего мне нравится смотреть новости. Технические возможности нашего телеканала соответствуют нормам всемирного вещания. Большая студия для записи тематических передач, малая новостная студия, студия для утренних программ и особая виртуальная студия для создания спецэффектов. Все они могут выходить в эфир одновременно и независимо друг от друга. Плюс к этому у телекомпании есть возможность вести прямые трансляции из любой точки республики с помощью передвижной телевизионной станции. Это специальная машина, где у нас все оборудовано. Там не просто есть телевизионные камеры, там монтажная система, там звуковые микшеры, там консоль управления для видеорежиссера. Мы можем записывать с камеры Wi-Fi камеры. Также мы можем передавать этот сигнал, который поступает на передвижную техническую станцию, сюда на нашу телекомпанию и также автоматически подключаться на Триколор ТВ, на наш канал, и выдавать это изображение с любых мест событий. В этом году национальная телерадиокомпания отпраздновала свое 4-летие. С 10 утра и до 4 вечера несменные ведущие Амирхан Зортов и Лейла Цурова вещали в прямом эфире. Сотрудники НТРК «Ингушетия» принимали поздравления и, несмотря на праздничный день, все равно делились хорошим настроением со зрителем. И сегодня, во Всемирный день телевидения, работа на НТРК также кипит. Создаются новые проекты, снимаются интересные передачи и освещается каждое событие, произошедшее в регионе. Я хочу пожелать и коллективу национальной телекомпании, вообще всем телевизионщикам республики новых творческих успехов, новых находок, чтобы регулярно появлялись новые проекты, которые в первую очередь затребованы обществом. Ну и чтобы это все было профессионально. Бесперебойные, нередко многочасовые прямые эфиры, выездные командировки и хорошее техническое оснащение. Сегодня эфир национального в основном заполняет собственный продукт. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок вещания, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. И на этом мы останавливаться не собираемся. Дальше больше. Мария Нестоева, Зарема Евлоева, Новости 24.